2 дизельных двигателя в постоянной работе, остальные в резерве. Энергетики поселка Чакурдах переходят на весенний режим работы. Самые холодные месяцы позади. Впереди ремонтные работы и подготовка к следующей зиме. Самые морозные это были у нас декабрь, январь, где пурги стояли сильные. Там, естественно, работало и по 3 дизеля. Было время. Ну, сейчас намного теплее уже. Плюс 3, плюс 6 уже на улице. Нагрузка меньше стала уже. В Чакурдахском районе электрических сетей действует 5 станций. В небольших населенных пунктах установлены модульные ДЭС. Одна из них снабжает электричеством 200 жителей села Оленегорск. За счет нового оборудования удалось добиться значительной экономии топлива. У нас в сутки 400 килограмм. Раньше по 500-600, около тонны расходовали на маленький поселок. Сейчас нормально. Удельный расход маленький сейчас. Станция работает уже 3 года и за это время положительно зарекомендовала себя в экстремальных условиях Крайнего Севера. На смену старым двигателям и механизмам пришли современные технологии. В первую очередь, конечно, у нас персонал, да. Ну, сложно вот, либо работали на механическом всем, да, а тут автоматизация пришла. То есть все управляется через компьютеры, те же автоматы и так далее. Вот. Немножко столкнулись, но, как говорится, сейчас персонал уже более налаженно работает с этим оборудованием. Сегодня в республике установлено больше 50 подобных станций. Эксперты говорят, модули стали настоящим спасением для энергоснабжения труднодоступных поселков. В первую очередь за счет мобильности. Они очень удобны в транспортировке до места, то есть меньшие капитальные затраты. Значит, мы применяем там современное оборудование, которое позволяет снизить удельный расход топлива. Значит, параллельно с такими станциями, с модульными, мы сейчас повсеместно внедряем и солнечные станции, то есть строим это все в едином комплексе. Сегодня дизельные электростанции – единственный способ обеспечить электричеством жителей Заполярья и Якутии. Внедрение новых технологий позволит добиться стабильности даже в самых отдаленных уголках республики. Сеть модульных станций постепенно будет расширяться. В ближайших перспективах у энергетиков села Кобяйского, Эмиконского и Среднеколымского улусов. Ежегодно планируется вводить по 3-4 новых объекта. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.